Вы знаете, дело в чем? Дело в том, что понятие Бог у нас практически всегда ассоциируется с религией. И для многих, скажем, любовь к Богу, они говорят, а это для меня совершенно абстрактное понятие Бог. Я не могу понимать, я отказываюсь верить, что нужно молиться Богу и так далее. Да, и я говорю в таком случае, я говорю, вы понимаете, в чем дело? Есть первопричина, которая нас создала. Почитайте физику. Мы с ней контактируем через чувство любви. Из этого чувства рождается все. Значит, если мы связаны с первопричиной, то мы здоровы. Так же, как клетка связана с организмом. Если клетка теряет контакт с организмом, она начинает работать на себя, она становится раковой. Значит, если вы в душе отрываетесь от первопричины, от любви к тому, что нас создало, можно назвать это Богом, первопричиной, абсолютно, так сказать, разные есть названия. Но если вы внутренне от этого отторгаетесь, тогда вы первопричина. Когда вы не чувствуете своей вторичности, если вы не чувствуете, что есть то, что было до вас и до всего. А если вы первопричина, тогда начинаете вы весь мир работать под себя. И тогда возникает агрессия к миру, который не подчиняется вам. И эта агрессия рано или поздно вас убивает. Поэтому, если вы хотите быть здоровым, можете проверить на практике. Самая лучшая практика, когда вы умрете, поймете, что ваше сознание, ваша оболочка вторичная. Но когда вы тяжело болеете, у вас несчастье, это чувство тоже вас посещает. Поэтому к Богу обращаются, как правило, те, кто хорошо тряхнет по жизни. Так вот, насколько вы чувствуете свою вторичность, настолько вы легче познаете мир. Потому что, чтобы мир познать, нужно его не топтать, а нужно почувствовать свою зависимость от него. Зависимый берет, руководящий отдает. Значит, если человек внутренне может смоделировать, почувствовать свою вторичность, он уже здоров. Если это ему пока не дано, потому что у него пласт глубинной агрессии перекрывает это чувство, я в таких моментах говорю, механически убеждаете в себя в том, что для вас любовь к Богу высшее счастье. Вы в это не верите, вы это не чувствуете. Но если вы хотите быть здоровым, попробуйте. Рано или поздно почувствуйте. Это первое. Второе. Если для человека понятие Бог слишком абстрактно, я говорю, у вас есть чувство любви в душе. Не топчите его. Хотя бы начните с этого. Если у вас всегда, каждую долю секунды, я смотрел 700 раз, вот 4-й книги, если вы читали, 700 раз в секунду человек делает выбор, да или нет. Дать агрессию или сохранить любовь. Значит, насколько человек позволяет внутренне отпустить претензии и сохранить чувство любви, настолько он здоров. То есть просто воспитание добродушия в душе, оно уже лечит. Но дело в том, что гораздо легче ребенку объяснить, что Бог тебя лечит обидами, чем просто сказать, не обижайся на людей и будешь здоров. Во втором случае сказать, а я буду обижаться, и тогда будут проблемы.